يا باقي أنت الباقي ليس الباقي إلا الله يا هادي أنت الهادي ليس الهادي إلا الله يا باقي أنت الباقي ليس الباقي إلا الله يا هادي أنت الهادي ليس الهادي إلا الله بادت لنا في ربيع طلعت القمر من وجه من فاق كل البدر والحضار جالوه في الكون والأملاك تحجبه في طلعات الحسن بين التيه والخفار يا باقي أنت الباقي ليس الباقي إلا الله. В каждом богослужении, в каждой деятельности, в ибадатах, особенно в столпах ислама, Всевышний Аллах заключает мудрость. И какая мудрость охватывает заката и выплачивание заката, отдельно взяв об этом, нам расскажет Мухаммад Хаджи, заместитель муфтия. Пожалуйста, Мухаммад. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسول الله السلام алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. Несмотря на то, что объявили, что маджлис будет именно про закат, если столько людей пришло, если считать, что они пришли с намерением дать закат, будем считать, что наше дело пойдет вперед. Всевышний сотворил человека для вечности и для рая. Первоначальное назначение и проект, как говорится, человека был для рая. Вы знаете, после известных событий Аллах Та'ала решил, что пока не испытает людей, в рай водить не будет, и для испытания Он отправил на землю. Но тот человек, тот проект, он также и остался и с этим же предназначением, то есть с этими мозгами, с этими потребностями, которые будут жить вечно, для которого тысячи дворцов, это ничего не означает. Такое предназначение ее было в раю. И вот такой начинкой, с такой программой человек пришел на землю. И Аллах Та'ала как же его испытать? И Аллах Та'ала в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, «Валя наблюаннакум мин шайи мин хауфи валь джуи». И перечисляя это, в конце говорит: «Вабашшири сабирина». То есть Аллах Та'ала нам дает, заложил нас любовь к мирскому, а требует, чтобы мы отдали это имущество. И говорит: я, говорит, посмотрю. И потом говорит: тот, кто сабру сделает, как имущество любимое же, человек рожден, чтобы любить имущество, чтобы богатство любить. Потому что в раю у него будет тысячи дворцов. Вот такая же задача и здесь. И когда ему говорит: отдавай, смотрит, как он это отдает. И именно по нему будет судить, правдив он или нет. Вот как тот основной аят, про которую считается, хотя в Коране больше 30 аятов, которых прямо говорится, что выплатить закат, одним из основных аятов считается такой: Бисмиллахи рахмани рахим, «Хуз мин амвалихим садакатан тутахирухум ва тузаккихим». То есть возьми, говорит, возьми. Почему говорит? Не отдавай. Человеку не говорит: ты отдай. А имаму говорит: возьми. Потому что если был бы шариатский хукумат, нам Абдул Карим тоже рассказывал, нужно, если, допустим, знает у кого-то там какое-то имущество, и он не отдает, имам просто отправляет человека и забирает. Потому что это уже не его, это тет фукарау, масакин, который его доля там. Дальше идем. Садакатан говорит. Что же такое садакатан? Это муфассирун и Куртуби, он говорит, это говорит, подтверждая того договора, который Аллах Та'ала был. Вы знаете, тот Ямуль Ахдуль Мисак, Аллах Та'ала этот разум, который у нас есть, дал человеческую зарра и спросил его: «Аласту би раббикум?» Калу бала. Они сказали: да, ты наш Господь. То есть там они договорились, что будут выплачивать закат, что будут совершать намаз, что будут произносить шахадат. То есть весь ибадат, вот этот убудият, там был оговорено.
И каждый шаг, который мы отсюда отступаем от него, мы знаем, это мы нарушаем тот договор. Поэтому, отдавая закат, человек оправдывает тот договор. Дальше идем. Тут ахирухум. Вот это второй, это означает очистить человека. Очищает от чего? Во-первых, любовь к мирскому – это самая страшная вещь, которая человека тянет к миру. То есть миру это означает, что он думает, что пришел сюда навечно. Пока вот эта любовь к имуществу у него там будет сидеть, он будет как балласт, его сковывает этой земле и не давать думать об ахирате. А почему нужно думать об ахирате? Почему? Потому что если в расчете человека не входит ахират, он может совершить что угодно. А пока он от земли не оторвался, то есть не подумал об ахирате, он хорошие дела делать не будет. Почему? Потому что если он пришел вечно на этот свет, для чего ему ахират нужен? Для чего, если у него богатство есть, если у него магазин, если у него машины, о каком ахирате речь идет? И имам Куртуби говорит, что именно в этом месте, очищая ту болезнь жадности, которая есть, Аллах Та'ала его именно низводит из мира к ахирату. И вторая часть, вот эта болезнь, которая есть ненависть бедных людей к богатым. Ислам, он универсален, Аллах Та'ала создал его как милость. Посмотрите, одним действием, как он решает много проблем. В мире все революции почему происходили? Потому что богатые забирали у бедных, и у них определенное время ненависть достигала определенного уровня, как говорится, низы не хотят, верхи не могут, и тут начиналась революция. А ислам это все поставил наоборот. Бедному человеку в исламе, чем богаче его сосед или другой человек, тем лучше. Почему? Потому что он ничего не делает. Тот бегает, тот парится и на него зарабатывает. Через каждый год ему идет имущество. Поэтому он не только будет его любить, он будет делать дуа, чтобы у него имущество увеличивалось. И другая часть, вот Тузакихим, вот этот Куртуби его переводит как нумува, то есть увеличение имущества, увеличение богатства. То есть это имущество, отдавая небольшую мизер, 2,5%, у него имущество, богатство растет наоборот. Хотя шайтан ему говорит, что не отдавай. Зачем? Это же ты заработал. Куда ты отдаешь? Прошлый джума имам рассказывал, что 1 месяц сюда приходит 1 миллион рублей. Он говорил, как это большое достижение. На самом же деле это же для нас стыд. Махачкала, где крутится почти 90% всей финансы Дагестана. Все финансы Дагестана. 1 миллион рублей для Дагестана это что такое? Это говорит то, что мы закат только от сна пробуждаемся и начинаем смотреть по сторонам и думать, а может платить, он тоже платил. Это мы пробуждаемся. Почему? Потому что вы знаете истории Умар бин Абдул-Азиз 2 с лишним года правил он, и за это короткий период, за то, что там платили закат, в этом халифате не нашлось человека отдавать закат, и он отправил людей с закатом в Африку. Там тоже не нашли, и эти люди вернулись в Дамаск и говорят, нету человека, который берет закат. И Умар бин Абдул-Азиз издал указ, говорится, все должники пусть идут в Байтулмал и оттуда берут имущество. До этого дела доходило. И поэтому каждый закат, это есть то, что сказано, что каждый человек, который отдает закат, он Всевышний, вот отдал закат, Всевышний на себя берет защиту его имущества. Берет на себя, чтобы его дела пошли лучше. И вот самое важное, о котором мы говорим, это именно то социальное братство, любовь, которая идет между людьми, которой ни одна государственная или общественная структура, которая до людей довести не смогла, кроме ислама.
И если есть какие-то разногласия, это именно от того, что мы, как положено, закат не выплачиваем. Поэтому говорится: «Ма талифа фил барри ауль бахри илля ман хабис мин хабси закат». То есть не испортилось имущество или на море, или на суше, кроме того, как люди удерживали закат. Вот Сираждин Хаджи очень красочный пример рассказывал. Я этот пример в очень многих местах рассказывал, потому что буквально в течение этот человек, как именно то имущество, которое он должен был платить, как пришла беда, и это ушло. Вот так уходит и многих людей. Таких примеров мы очень много знаем. Поэтому, если бы хукумат понимало бы значение заката, оно бы заставило людей платить закат. Потому что настолько большие блага не только на людей, и на все общество идет. И поэтому еще раз мы убеждаемся, что каждое действие, которое Аллах Та'ала нам предписал, это для нас благо. И Аллах Та'ала то говоря: «Бисмиллахи ма арсалнака илля рахматан лил аламина». То есть это милость от нас зависит, мы берем ее или не берем. Если мы на 100% берем, 100% у нас и спокойствие, и здоровье, и имущественные дела хорошо пойдут. А 1% мы уменьшаем, именно на столько процентов у нас дела и в личном, и общественном, и во всем республиканском масштабе это идут. И поэтому Аллах Та'ала хадис аль-Кудси говорит: «Ал-малу мали, валь-фукарау ияли, фаштару минни джаннати бимали». То есть это все имущество, которое у вас, это мое имущество. Поэтому Аллах Та'ала говорит: «Хуз, возьми, говорит, от них», потому что это уже не ваше имущество стало. И посмотрите, щедро Всевышнего Аллах Та'ала, он говорит: это ваше имущество, бедняки, моя семья, покупайте у меня рай за мое имущество, отдавая его семье. То есть, если бы я у кого-то оставил какие-то деньги на хранение, я говорю: ты бизнес делай, ты развивайся, ты делай. И говорю: вот рядом там моя семья, она очень бедная, ты год один раз там 40-й час отдай им. Если любой человек скажет: да ты пошел, это же будет просто, помимо всего прочего, это будет просто не по-человечески. И мы должны уяснить, что каждая копейка, каждое имущество, которое у нас есть, это щедрость Всевышнего Аллаха Та'ала для нас, в котором есть очень большое испытание. И каждый человек должен подумать, как он пройдет это испытание. Поэтому однажды Айша разделала анху, когда пророк, алейхиссалату вассалам, дома порезал одну барашку, пророк раздал все имущество. И Айша, когда он пришел, говорит: осталась только одна лопатка. От того, что пророк сильно любил лопатку, она лопатку оставила. И пророк его спрашивает: что осталось? Она говорит: только лопатка. Пророк, алейхиссалату вассалам, ей говорит: нет, говорит, все, говорит, осталось, кроме лопатки. Кроме лопатки. Почему? Потому что именно то, что отданное, это пошло на хранение возле Всевышнего, чтобы в судный день обращаться благами, дарами. И все то, что он не отдал закат, не отдал как положено, это к нему, предыдущие говорили, это к нему обращается или змеями, которые обувают вокруг шеи, или же раскаленным металлом, которыми его будут опечатать, или же огромными животными, которые начинают его бодать и топтать. То есть мы все коммерсанты, наши люди коммерсанты, если они услышат, что в Баку можно купить вещь, которую здесь можно за рубль, можно там купить, за 10-2 продать, они все туда побегут. А когда Аллах Та'ала говорит, что о такой выгоде, мы вряд ли это делаем. Если Махачкала только 1 миллион дает, это означает, что мы это вообще не понимаем. Есть люди, которые чуть-чуть понимают. Вот раньше, когда я учился, в Махачкале был один дежурный магазин. Если кто-то до 9 магазин не успевал, то он должен идти на Дахадаева.
или он голодает до следующего дня. Сегодня я просто посчитал, от моего дома в 100 метрах 5 магазинов. Город переполнен магазинами. А закат – это единицы. И самое смешное, имам Мухаммад Расул Хаджи рассказывал, что приходят, говорит, именно те, которым не положено, там, рабочие, студенты, там, пенсионеры, говорят, с нашей зарплаты что нужно? А те олигархи, которые есть, они не идут. Они даже думают, что у многих такое заблуждение, что это закат идет имамам карман. Наоборот, имамы на себя взвалили эту ношу, чтобы им не пришлось идти по городу вот этих 8 категорий искать. Они взяли на себя, за них работу, и они должны благодарить. Вместо этого мы слышим, что против них говорят. И если разумный человек, вот закатом он бы укреплял себе дворцы в судный день, сохранял бы свое имущество, и каждый шаг, который он не платил закат, это работает против него. Даже до ахирата не идет. Мы 1000 примеров слышим, что именно те беды начинаются, когда закат прекращается. Почему? Потому что прекращение заката, это означает, что он как бы ограбил этих бедных людей, потому что их долю он не дал, и разницы нет, ты ее на дороге с ножом ее отнимешь или неположенную отдашь. Потому что именно шариат на таком уровне его ставит. Долго ваше внимание задерживать не буду. Вот пришел вопрос насчет подписки на газете. Конечно, вот вы заметили, что те люди, которые подписываются, они и так подписываются. Те люди, которые не подписывают, они никогда, что бы им ни говорили, они не подписываются. Почему? Потому что вы знаете, что для человека, то есть опираться на свой амал, это вообще опасно. Вы знаете, согласно хадису, первые 3 человека, с которых начинают топить ад, это тот человек, который богатый, сильно садака давал, муджахид, который погиб за веру, и 3 алим, который распространял ильм. Представляете, с них начинают топить ад. Почему? Потому что у них искренности не хватает. А что же делать? Какой же выход? То есть 100%, который отдача и есть амал, которого мы направим на правильный путь. Вот это нам 100% идет. Почему? Потому что хадис пророка, алейхиссалату вассалам, говорит: «Аддаллу алял хайри кафа'илихи». Тот, кто направил на правильный путь, это как бы, который его совершил. Любой человек, который научит совершить намаз другого человека, он 100 лет будет совершать намаз, 100% его вознаграждение это человеку идет. Такой же эти исламские газеты. И Ассалам, Нурул Ислам, Исламский вестник, Муалим. Все, что исламское, это идет на таком плане. Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, когда человек умирает, говорит, прекращается его деяние. Конечно, человек умер, все, прекратилось его деяние. Но исключение, илля мин салас, говорит, кроме 3: садакатун джариятун, валадун салихун яд'у лаху, аль-илму юнтафа'у бихи. То есть праведный сын, праведного сына как можно воспитать, если человек уходит? Если он дома подписку делает, хоть иногда прочитать будет, он же праведным станет. Аль-илму юнтафа'у, наука которой пользуется. Имам Шаарани, Кутбу, он говорит, это, говорит, касается именно исламских знаний. И, говорит, хоть одна буква из написанного, который человек распространил или помог, или издал, что-то делал, хоть одна буква остается, говорит, вознаграждение идет этому человеку. Сейчас есть дореволюционные даже газеты. До революции, которые были больше 100 лет, газеты у нас лежат. Получается, если кто-то подпишется сейчас, там 500 рублей, 200 рублей, это вообще мизерная вещь, этому человеку идет. И просто человеку достаточно вот один раз вот этот хадис и его комментарий Шаарани услышать, чтобы он подписку сделал. И это не обязательно там, чтобы мы ходили. Некоторые говорят, ты, говорит, раньше выступал, говорил газету, почему сейчас не говоришь? Потому что я выяснил одну вещь. Аллаху Та'аля, который предписал подписать газету, он сам меня ищет. Он говорит, слушай, газета уже пора. Он ищет, потому что Аллаху Та'аля
хочет, чтобы ему хорошее. Потому что в хадисе говорится, «Иза арад Аллаху бихи хайран, юфакиху фиддин». Когда Аллах Та'ала человеку хорошее хочет, Он делает его знающим религии. А в наше суматошное время мадраса пойти время не у всех есть. Только единственная газета подписал, дома сел после работы, вот тебе фикх идет, вот тебе идет и исламские знания, вот тебе идет садакатун джариятун. Долго задержать не буду, пусть Аллах Та'ала сделает нас из тех людей, которые слушают хорошее и следуют, которые понимают плохое и отходят от него. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.